Эфир нашего канала продолжает брифинг на тему борьбы с коронавирусом. Заместитель руководителя оперштаба Якутии Ольга Балабкина озвучит актуальную информацию об эпидобстановке в регионе на пятницу, 19 марта. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, об эпидемиологической ситуации в республике на сегодняшний день. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике характеризуется 27 новыми случаями, выявленными по данным управления Роспотребнадзора. В городе Якутске зарегистрировано 18 случаев, в Алданском районе 3 случая, в Мигино-Кангаласском и Тампонском по 2 случая, в Ленском и Валекминских районах по 1 случаю. В остальных районах республики за текущие сутки новых случаев коронавирусной инфекции не выявлено. Однако необходимо обратить внимание, что достаточно большое количество непосредственно заболевшего населения сегодня у нас находится в больницах Татинского района, Вилюйского района и, соответственно, в больницах города Мирного. За сутки нами проведено 1754 исследования. При этом необходимо обратить внимание, что в целом с начала пандемии проведено 993 963 теста. Республика Саха-Якутия находится в стадии проведения вакцинирования населения. В целом на территорию республики было доставлено по квоте Министерства здравоохранения республики соответствующая вакцина на 55 597 человек. Из них на настоящий момент использована практически вся вакцина, лишь только в нескольких организациях медицинских осталась вакцина для первичного выявления. Поступление следующей партии вакцины по данным Министерства здравоохранения Российской Федерации будет осуществлено, ее отгрузка будет осуществлена на следующей неделе. Обращаю ваше внимание, что мы дальше продолжаем запись на первичную вакцинацию и, соответственно, все те вопросы, очереди, которые есть по вакцинации у нас на настоящий момент, мы начнем их ликвидировать со следующей недели, исходя из того количества, которое к нам поступило. На территории республики уже неделю действуют новые правила по указу главы Республики Саха-Якутия, которые смягчают проведение ряда мероприятий, в том числе и крупных мероприятий на территории муниципальных образований. Обращаю ваше внимание, что разработан стандарт проведения этих мероприятий. Как организаторы проведения мероприятий, так и участники не должны забывать о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, которые являются обязательными на территории Республики Саха-Якутия. Масочный режим, соблюдение социальной дистанции, соответствующая входная термометрия и все те меры, которые мы с вами в течение года исполняли добросовестно. Ольга Валерьевна, спасибо большое. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке в регионе. Продолжим наш эфир выпуском новостей. В эфире новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Полная готовность и своевременное реагирование. Якутия готовится к пропуску паводка и пожароопасному сезону. Табунное коневодство – сложная и трудоемкая работа. Наш корреспондент в Валекминском районе пообщалась с потомственным представителем профессии коневода. Настоящие хоккейные баталии на столичном льду. Стартовал турнир на Кубок Якбор. Республиканские органы власти всех уровней готовятся к весеннему паводку и пожароопасному периоду. О подготовительных мероприятиях говорили сегодня на совещании у премьера правительства Андрея Тарасенко. Касаемо безопасного пропуска паводковых вод, особое внимание уделяется зонам возможного подтопления, толщине льда, а также снегозапасам. В этом году значительное количество осадков наблюдается на севере, северо-востоке и юге республики. Работы по ослаблению прочности льда выполняются за счет средств федерального бюджета. На эти цели выделено 10 миллионов рублей. Кроме того, разрабатывается план действий по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории каждого района. В рамках реализации национального проекта «Экология» в 2021 году дополнительно будет приобретено 203 единицы лесопожарной техники и оборудования на сумму 200 миллионов.
На осуществление мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров предусмотрено бюджетных средств в объеме 673 миллиона рублей, в том числе за счет федерального бюджета 289 миллионов рублей, за счет государственного бюджета республики 383 миллиона рублей. Все средства доведены до соответствующих учреждений в виде государственных заданий в полном объеме. В настоящее время структурные подразделения уточняют планы мероприятий по смягчению рисков. Обращаясь к руководителям ведомств и главам муниципальных образований, Андрей Тарасенко подчеркнул, что полная готовность и своевременное реагирование поможет предупредить возникновение чрезвычайных ситуаций. Готовятся к весне и в Усть-Кутском отделении УМТС в зимний период. Отправили для подразделения «Алроса» 5000 тонн груза. Без работы зимой не сидят и уже ждут навигацию. Функции не меняются в зависимости от сезона, но летом темп значительно ускоряется. О доставке грузов в материале наших коллег. Еще одна машина уходит на зимник. Отсюда с Усть-Кутского отделения МТС с начала зимних грузоперевозок снабженцы отправили 5000 тонн. В межнавигационный период отделения – большая перевалочная база. В зимний период мы перерабатываем также груз и отправляем его зимникам. То есть тот груз, который необходим компании именно в срочном порядке, мы отправляем зимникам. Подготовка к навигации начинается уже в весенний период. Всего лишь 15% всего груза доставляют на базу в Усть-Куте на машине. Большую часть завозят по железной дороге. Облегчает работу с вагонами и собственный локомотив и ЖД-пути на всем протяжении базы. Одновременно снабженцы могут обрабатывать до 10 вагонов. Навигацию мы перерабатываем в основном вагон, пароход, склад. Сейчас у нас идет вагон, автомашина, склад. И погрузка идет на автомобильный транспорт для доставки его туда, в район Мирного, Удачного. Весь груз, за исключением сыпучего, идет через Усть-Кут. Это широкая номенклатура, поэтому база оснащена под любой вид. Есть 3 портальных крана, 4 козловых, технологический транспорт. Абсолютно вся техника будет задействована в навигацию, поэтому к ней уже готовятся. Функции базы хоть и не меняются в зависимости от сезона, но летом темп значительно ускоряется. Зимник близится к завершению, то есть до 1 апреля, и начнется плавное накопление на летний период. В настоящее время все подготовительные работы, связанные с ремонтом перегрузочной техники, проведены. Основная доля отгрузки и наиболее напряженный период, конечно, приходится на навигацию. Работа снабженцев 7 дней в неделю без выходных. С началом речных перевозок сотрудники отделения перейдут на круглосуточный режим. Олеся Васева, Ксения Некрасова, Виктор Горелов. Телеканал «Алмазный край». Сотрудники поисковой и аварийно-спасательной службы Мирнинского авиапредприятия готовятся к весенне-летнему периоду. Им предстоит перепроверить технику, завязать узлы на спасательном тросе и сдать нормативы. Дорога готова. Началась реконструкция автомобильной дороги Якутск-Намцы-Булус. Она построена в 70-е годы, перестала соответствовать качеству и находится в недопустимом состоянии. Республиканская автодорога НАМ имеет 3-ю категорию с двухполосным движением. В связи с увеличением расчетной интенсивности, а также для безопасности движения, будет изменен класс дороги на магистральную улицу районного значения. Увеличится и количество полос. Работы по реконструкции ведет организация «Дороги Саха», которая до 2023 года должна реконструировать более 7 километров. Стоимость работы оценивается почти в 1,5 миллиарда рублей. Эта автодорога впервые в республике. Мы делаем реконструкцию, и по окончании строительства это будет дорога 2-й категории. Никогда в республике мы еще такие дороги не строили. Вот это 4-полосная автодорога, полностью обустроенная, с разделительной полосой, с разделительным барьерным ограждением, 4 полосы. И действительно ширина его дорожного самого полотна будет 14,5 метров, а ширина вот земляного полотна 22-23,5 метра.
В 10 раз могут увеличить объемы геологоразведки в арктической зоне Якутии. Такое предложение озвучил глава республики на встрече с президентом Российской академии наук. Айсен Николаев и Александр Сергеев обсудили комплексное развитие арктической зоны Якутии и Красноярского края, обозначили перспективы улучшения минерально-сырьевой базы и рассмотрели возможности освоения новых месторождений. Как обозначил глава, в ближайшие годы объем геологоразведочных работ в Арктике должен быть увеличен в 10 раз и поручил Кабинету министров подготовить перечень предложений. Он подчеркнул, что в этой работе также примет участие Росгеология, с которой в прошлом году подписано соглашение о сотрудничестве. Табунное коневодство – сложная и трудоемкая работа. Герой следующего сюжета Александр Викторович Платонов из села Кылах Алёкминского района занимается лошадьми почти всю свою жизнь и готов поделиться опытом ко дню коневода. Более 80 голов в табуне крестьянского хозяйства Александра Платонова. Есть, конечно, при доме и коровы, куда без них, но все основное время посвящено лошадям. Статус хозяйства Александр получил в 1996 году. Уверен, чтобы жить достойно, не обязательно жить в городе. Сейчас я вот внука воспитываю, он тоже с малых лет со мной. С 4 лет на коне уже со мной ездит. Сзади беру с собой и все, так и ездит. Ну, сейчас-то куда еще в мегаполис идти, им-то тоже не выгодно. Лучше здесь пусть живет, пусть занимается. Все равно где, как жить. Работать только надо. Основная проблема, по его мнению, мало молодых занимаются на земле. А жаль, уверен, если трудиться по-настоящему, то и результат будет соответственный. Возле лошадей с самого детства помогал деду, так и пошло. В табуне якутские лошади, крепче, выносливее. Эту зиму прошли нормально. Коням не холод страшен, ветра. У некоторых-то эти полукровки-то есть. Вот у них проблема бывает, ага. Они падают. Под весну уже не могут копать. С ползимы они уже не могут. Уже на это постоянной откормки, как коров надо держать. А эти-то ходят. Это якутские, да? Это якутские, они ходят. У них это вот видно, вон копыта эти, как тарелка. Окружность-то эта, наоборот, плоская. А у этих полукровок-то они эти, как стакан, прямые. У них-то это нету, копать-то этот объем-то поменьше получается. К дню коневода главное пожелание – не бояться начать. Молодые пусть скакунов держат-то и занимаются. Я-то по основному был маленько занимался, то потом бросил. Некогда было. Елена Фаст, Максим Копылов, Алёкминск. В СВФО на форуме университета и развития геостратегических территорий России обсудили остро стоящие вопросы касательно деятельности молодых исследователей России. В работе принимали участие молодые представители ученого сообщества. Площадка прошла в офлайн и онлайн режимах. Главной темой обсуждения стала необходимость закрепить на законодательном уровне критерии статуса «молодой ученый», что позволит выработать более четкие условия для их материальной поддержки. Хотелось бы, чтобы была принята в год науки и технологий в 2021 году отдельная программа, которая касалась бы системной поддержки развития научной деятельности, подготовки перспективных молодых научных кадров нашей России, в Российской Федерации. Почему? Потому что в рамках различных конкурсов, научных программ и грантов, в рамках рейтинговых конкурсов, в некоторых нормативных документах по-разному трактуется понятие молодого ученого. Поэтому хотелось бы, чтобы было единое понятие, и мы имели возможность понимать, к чему стремиться и как мы должны в этом направлении работать. Далее о спорте. В столичном Ледовом дворце Элейботур проходит 9-й республиканский турнир по хоккею с шайбой «Кубок Якбор». В соревнованиях принимают участие 6 команд из города Якутска, Усть-Алданского и Мегино-Кангаласского районов.
В каждой команде по 30 игроков. По жребию они были разделены на 2 группы. Полуфинал и финал намечены на завтра. Лучших хоккеистов наградят по 5 номинациям. На протяжении 2 дней все любители спорта могут наблюдать настоящие хоккейные баталии на льду. Но после первой игры усталости нету. Просто взбодрились, завелись, побегали хорошо. В этом турнире участвует всего 6 команд. Команда ветеранов, Мюрю, Якбор, Мегино-Хангаласского района, Динамо и Полярник. Если регламент, первые 2 минуты периода играют ветераны, которые старше 40 лет. Усиление ветра прогнозируют в 11 районах Якутии сегодня. Согласно прогнозу управления МЧС России по региону, ветер в порывах будет достигать скорости от 9 до 14 метров в секунду в Вилюйской группе улусов, а также на западе. Метель со скоростью ветра до 20 метров в секунду ожидается в Жиганском, Кобяйском, Авино-Бытантайском и Верхоянском районах. К этому часу это все новости. Берегите себя, не забывайте носить маску, обрабатывать руки, соблюдать безопасную дистанцию. Увидимся чуть позже.